Именитых спортсменов с гордостью встречают местные школьники. Специально к этому дню смастерили плакаты с приветствиями. Свой старт – 12 километров по лесу – спортсмены посвятили ветеранам Великой Отечественной. 75 лет назад бойцы Красной Армии одержали победу в Сталинградской битве. Сегодняшнее мероприятие, такой вот этот переход, он привязан к грандиозному историческому событию. И я надеюсь, что это получит в дальнейшем развитие и превратится в какой-нибудь интересный местный марафон. Лыжный марафон. Памятную дату реконструировали и школьники. Уроки истории у большинства любимый предмет. На этот раз восстановили беззаботное утро 22 июня 1941 года. Внимание! Говорит Москва. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Сегодня у ребят особый урок истории. Не просто повествование учителя о событиях, а встреча с живой легендой. О том, что происходило в далеком 41-м, ребятам рассказал Николай Ручев, ветеран Великой Отечественной. Дети спрашивают, что такое война, как это было. Я им рассказал, они стали спрашивать про войну уже потом с японцами. Они об этом не знали, оказывается. Причину нападения на нашу страну, все это им рассказал. Мы школьники, мы хотим знать правду. И именно это нам позволяет узнать действительно, что было. Когда приходят ветераны и рассказывают нам, отвечают на наши вопросы. И мы понимаем, как они жили в это время, как это тяжело. Знакомство с современным оружием вызвало среди подростков небывалый интерес. Как устроен автомат Калашникова, как стреляет и где его используют. Любопытна каждая деталь. Вот, например, с Калашниковым большим пуля рикошетит или нет? От стены. Смотря какая пуля, смотря какая стена. Пуля рикошетить будет, но она уже не будет иметь убойную силу. Но мы перестреляем, перебьем. Вот с такого расстояния вот до этой стены, это у тебя дыра от стенки вот такой глубины. Ветераны боевых действий, афганцы – частые гости в школах. Для юноармейцев они наставники. Уроки патриотического воспитания совмещают с военной подготовкой. Мы сегодня проводим мероприятие «Морской бой». Это военно-спортивная игра, где ребята проходят некоторые испытания, называют погоны, называют составные части автомата. После мероприятия они будут собирать и разбирать живую на скорость, на время и параллельно играя в знакомую нам игру «Морской бой». То есть это не только игра на скорость, на умение, но еще и на логику, на стратегическое мышление. Подобные уроки набирают все большую популярность. Наряду с мальчишками девчонки учатся военному мастерству и глубже знакомятся со своей историей. Татьяна Супряткина, Надежда Бушенева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.